أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы с вами продолжаем перевод и разъяснение книги «Аль-Усратуль Муслима», «Мусульманская семья», имама ученого современного Аль-Вахбат Зухайли. И мы с вами в последнее время рассмотрели хитба, то есть сватовство, как необходимо подготовиться к бракосочетанию, как знакомиться и на что необходимо обращать внимание во время сватовства. И после этого мы рассмотрели, какие во время сватовства или во время, когда человек хочет жениться или женщина хочет выйти замуж, на что они должны обращать внимание, на какие качества своих будущих супруг. И после этого мы посмотрели, как заключается бракосочетание, чтобы бракосочетание было действительным. Так. И после этого перешли на тему, какие женщины запрещено на них жениться. И мы сказали их три вида. Первое это кровное родство. Второе родство по бракосочетанию. И третье родство, молочное родство. И мы вроде бы из них два рассмотрели, да? Кровное родство. Из кровных родственников, на ком нельзя жениться, и потом рассмотрели на брачном родстве. И после этого начали и сегодня дошли, чтобы рассмотреть тему аль-мухаррамату бисабаби хурмати рада, то есть запрещенная женщина по причине молочного родства. То есть в исламе это очень важно и необходимо очень быть внимательным. Я не знаю, как сейчас сети, как в деревнях, в городах, насколько на это обращают внимание. Но мы в детстве еще обращали внимание. Как я помню, хотя уже мы жили в конце советской эпохи, но несмотря на это, в деревнях наши родители обращали внимание и говорили, что вот кого они кормили, когда были либо в роддоме, либо потом уже после роддома, и говорили, вот он твой молочный брат или молочная сестра. Поэтому надо обращать внимание на это. Если либо жена кормит ребенка чужого, это надо, чтобы при свидетелях и зафиксировать, чтобы не случилось так, чтобы будучи взрослыми, они не поженились, не зная, что они молочные родственники. И вот что касается книги, что автор говорит, то есть запретная женщина по молочному родству, это те же женщины, которые запретны по кровному родству, так? Мы их перечислили выше, если вы помните. Потому что Аллах Всевышний сказал в том аяте, который мы уже прошли, так, говорит, ваши матери, скормившие вас молоком, ваши молочные сестры. Так, ярхума, и пророк, саллиллаху алейхи, говорит, ярхума мина рада, ма ярхума мина насаб. Запрещено, говорит, от молочного родства те, которые запрещены по кровному родству. Юсбиху зауджул мурдирати. И главное еще обратите внимание. Юсбиху зауджул мурдирати ва джамиру акарибихи акарибан. И также не то, что женщина, которая кормила, и ее родственники, и родственники мужа, кормилица, так, и будут запретными, или этот муж будет запретным, так, если, допустим, женщина, вот.
будут они запретными. То есть, допустим, скажем, одна женщина кормила девочку, скажем так, девочку, то есть ребенка женского пола. И потом, а у этой женщины есть муж, так? Муж. Может ли муж жениться на этой девочке, если она вырастет? Или сын от другой женщины, а не от той, которая кормила? Нет, не может. Это тоже важно. То есть, допустим, но здесь смотрим, почему? Почему? Потому что сказали, молоко у женщины появляется по причине мужчины, да? По причине мужчины. Но тут смотрим, от кого у нее молоко. От кого у нее молоко. Допустим, от кого у нее молоко, и этот мужчина, и его дети, его родственники будут запретными тому ребенку, кого кормила его жена грудью. Так? То есть, допустим, не так другой мужчина. У женщины могут быть два мужа, так, допустим. Но здесь смотрим, от кого она забеременела и от кого она родила, и у нее появилось молоко. Вот этот мужчина будет запретным, кого будет она кормить. И у этой мужчины, родственники, будет запретно тоже, кого она будет кормить. То есть, допустим, женщина Фатима, так, вышла замуж за Ахмада и забеременела, и родила. У нее появилось молоко по причине Ахмада, так, у этой Фатимы появилось молоко по причине Ахмада. И, допустим, эта Фатима кормила Зайда, ребенка Зайд, по имени Зайд. И Зайд вырос. У этого Ахмада есть, скажем, Зайнаб от другой жены. Вот этот Зайд, который питался от Фатима, может ли жениться на Зайнаб, дочери Ахмада? Нет, не может, потому что Фатима забеременела, у нее появилось молоко от Ахмада, так, от мужа Ахмад. Вот. То есть, получается, вот это тоже важный момент. Ну, как русские говорят, там, так, молочный отец или крестный отец. Ну, у нас нет такого понятия крестный отец, да? Тут получится он молочным отцом у нас, в нашем понимании, молочным отцом. И все и его родственники будут запретны тому ребенку, жена, которая кормила этого ребенка. Вот. И вроде бы постарался объяснить, если не понятно, переспрашивайте. Не только, то есть, возвращаясь, да, не только эта женщина будет запретной, которая кормила, и ее дочери, или ее мать, так, даже будут запретны родственники ее мужа, от кого у нее молоко. Вот. И дальше говорит, вот тахримуль биррадави ли анна лабана. И тут говорит причина, почему Аллах Всевышний запретил жениться на молочных сестрах или выходить замуж на молочные братья. Потому что говорит, лианна лабана янбуту лилляхми. Потому что, говорит, по причине молока у человека появляется, то есть растет, так, он получает привес, то есть у него увеличивается мясо в его теле, кости укрепляются. Вот, по этой причине становятся они как бы родственниками родственников этой жены, то есть женщины, которая кормила, кормилица, или мужа ее. И тут вопрос, сколько нужно кормить, чтобы стало запретной?
запретный, да? А здесь говорят, «Калла ва касура фи мазхаб аль-джумхур». То есть, по мнению большинства ученых, достаточно, если ребенок один раз сосал из груди молоко, да, и проглотил молоко женщины, и этого достаточно. Или не обязательно из груди прямо, если, допустим, женщина сама выдаила самой себя и потом накормила этим молоком ребенка, этого тоже. То есть главное, это грудное молоко женщины имеется в виду. Не обязательно, чтобы прямо из груди ребенок питался. То есть здесь не смотрим на количество, да, достаточно одного соска. وبأن يكون حمس رضغات محتادة ولا يشترط كونها مشبعة في رأي الشافعي. Но по мнению имама Шафи'и должно быть 5 кормлений. 5 кормлений обычных. Не обязательно, чтобы ребенок насытился, да? То есть обычных 5 кормлений. Обычно как кормят женщина. Допустим, если 5 раз только покормит женщина одна какого-либо ребенка, этот ребенок станет ей запретным, и она станет, и ее родственники, и родственники мужа станет этому ребенку молочными, то есть родственниками молочными, и нельзя будет им жениться и выходить замуж друг на друга. Вот. Сейчас смотрим довода. В джумхур большинство ученых сказали, достаточно одного глотка, да, молока женщина. А Шафи'и сказал 5 кормлений средних, обычных. А доводы джумхур, доводы большинства ученых, они сказали, ваши матери, скормившие вас молоком. То есть здесь ваши матери, да, скормившие вас молоком. И итлак, то есть здесь обобщение. Не говорится о количестве молока, да? Не говорится о количестве молока в этом аяте. Ваши матери, скормившие вас молоком. То есть не говорится скормившие 5 раз, скормившие 1 раз, давшие 1 глоток, или там кормившие неделю, месяц. То есть обобщенное, да? А у нас правило, да, в ханафийском мазхабе, в усуль-фикхе, если какой-либо хукм пришел обобщенным, если нет предпосылок карина, да, если нет других аятов или хадисов, ограничивающих их, а мы берем как в обобщенном виде. И нельзя их это ограничивать чем-либо. Поэтому большинство ученых сказали, мало или много, если чуть ребенок, ребенку попало молоко женщина, и этот ребенок, она становится кормилицей, этот ребенок станет родственником. Вот. وإطلاق الرضاعة يشعر بأنه يقع بالقليل والكثير. Вот. Это джумхур, да, это мнение большинства ученых. Вадалилю Шафи'и, хадис Аиша. А какой довод имама Шафи'и? Довод имама Шафи'и, хадис от Аиша, радиаллаху анха, аннаха قالت, она сказала, كان فيما نزل من القرآن 10 ضغات يحرمنا. Говорит, в начале, говорит, ислама был, говорит, неспослан аят. И в этом аяте было сказано, что запретно будет молочное родство, если женщина покормит 10 раз. 10 раз. Вот. Сумма нусихна бихамси маглумат. А потом, говорит, этот аят был отменен. Отменен 5. То есть 5 раз кормлением. Фатуфия Расулуллах саллаллаху вахунна фима якрау минал Кур'ан. Потом, говорит, пророк Мухаммад ушел из этой жизни, а люди, говорит, продолжили то, что считали раньше. أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس يردونه كون ذلك من القرآن. То есть пророк Мухаммад саллаллаху умер, а люди, говорит, некоторые продолжали думать, что этот аят имеет силу, то есть не отменен.
Дуна ан я'ламул бин насах. Не зная, говорит, что этот аят был отменен. Аят был отменен. То есть, если выйти из этой книги, немножко, чтобы понятно было, если новым людям, что такое отмененные аяты. У нас есть 3 отмененных аята, 3 вида отмененных аята. Были аяты ниспосланы в начале ислама, потом эти аяты были отменены, и чтение этих аятов, и хукм этих аятов, да, как этот аят. Нет же такого аята сейчас в Коране, где говорится, что молочное родство будет считаться, то есть после 10 кормлений. Нет, да? Знаете, этот аят был, потом и аят сам, чтение аята было отменено, и хукм был отменен. Есть такие аяты. А потом есть у нас аяты были ниспосланы, чтение этих аятов отменено, хукм остался. Так, хукм остался. Как, допустим, побивание камнями за прелюбодеяние. Умар, Аллаху анху, говорит, что был аят, ниспослан в начале ислама, где говорится, что если пожилая женщина и пожилой мужчина совершат прелюбодеяние, то побивайте их камнями. Этого аята нет уже, да? Нет аята такого в Коране. Аят сам был отменен, но хукм остался. Хукм сегодня остался. Если женщина замужняя или бывшая замужем, или мужчина женатый, или бывший женатый, совершат прелюбодеяние по исламскому праву, побивание камнями. Это 2 вид. А есть 3 вид отмененных аятов. Они сами есть в Коране, они не отменены. Если мы их считаем, то получаем вознаграждение за чтение. Но хукм их отменен. Значит, 3 вида. Это вот для пользы, что какие бывают отмененные аяты. И возвращаемся к книге. И книга у нас про исламскую семью, да, то есть тем самым мы посмотрели 3 вид. 3 вид запретных женщин, на ком нельзя жениться, это значит молочное родство. И в молочном родстве будут считаться родственниками все, как и в кровном родстве. И после этого автор переходит на другую тему. Это аль-мухарримату муакката. Временно запрещенные женщины. То есть это 3 вида, они были постоянно запрещенными, да? На них никогда нельзя жениться. Кровное родство, или брачное родство, или молочное родство. Они никогда на них жениться нельзя, и выходить замуж нельзя. А сейчас смотрим, когда женщина, некоторые категории женщин бывает запрещено жениться на них временно. И автор говорит, их 5 видов, 5 категорий женщин, на их временно будет нельзя жениться. Первые аль-муталлакату саласан байнуна кубра. Это первая категория женщин, если мужчина развел свою жену 3 раза. Если развел свою жену 3 раза, эта женщина, человек не может на ней жениться временно. Это говорит, та женщина, которую развел муж 3 ликаулихи та'аля, исходя из слов Аллаха Всевышнего. Ат-талаку марратан фа имсакун бимаруфин ау тасрихун би ихсан. И до слов Аллаха Всевышнего: фа ин таллакаха фала тахиллу лаху мин ба'ди хатта танкиха зауджан гайрах. То есть аят Аль-Бакара 229 и 230 аяты, где звучит, Аллах говорит, развод допускается дважды. Так? Дважды развод допускается, значит, после 2 разводов можно еще жениться, имеется в виду. После чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму.
вам не, и дальше Аллах Всевышний говорит, вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, то есть из махра, да, если вы разведете их, если только у обоих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. Но, говорит, если есть опасения обоих сторон, что они, если останутся вместе в совместной жизни брачной, не смогут соблюсти ограничения Аллаха, да, тогда он допускается, да, обратно махр брать. То есть, если женщина попросит хулх. Если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. То есть выкупит развод, это как мы проходили в книге Талак, да, это хулх называется. Вот. Таковы ограничения Аллаха. Не приступайте же их, а те, которые приступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками. И дальше Аллах Всевышний говорит, если он развелся с ней в третий раз, то ему не дозволено жениться на ней, пока она не выйдет замуж за другого. То есть аят четко говорит, да, если муж развел ее третий раз, не имеет права на ней жениться, пока она не выйдет замуж за другого. Это значит первая категория. «Валя будда мин кауни заважия бираджулин ахар». И тут здесь разъясняет, когда можно будет жениться на этой женщине второй раз, мужчина может жениться. В том случае, говорит, если она выйдет за другого мужчину, бисифат даван, постоянной основе, не временный брак. И не брак для разрешения ее первому мужу, так, на постоянной основе для такид ау тахлил бимарратин ау лейлатин вахида. То есть, если кто-то будет жениться временно на этой женщине, так, временный брак у нас запрещен в Ахли Сунна валь Джамаа. Или кто-то будет жениться для разрешения ее, как первому мужу, так, то есть брак заключил и потом развел, чтобы первый муж женился, тоже нельзя. Аулейлятин вахида, с целью как бы только разрешить ее первому мужу. Это факанат тахлилу батулун лада маликият валь ханабиля. Поэтому, если женится кто-либо, чтобы эту женщину разрешить первому мужу, с такой целью женится, да? По мнению имама Малика, имама Ибн Ханбала, такой брачный договор в основе недействителен. В основе недействителен. Почему? Потому что, говорит, чтобы закрыть все пути, ведущие к запретному. Оли хадис. И на это указывает хадис. Лагина Расулуллах саллаллаху аль-василата валь-мусилата ау маусулата валь-вашимата валь-мустаушимата валь-мухаллилу валь-мухаллалалах. То есть есть хадис, где говорится, что пророк Мухаммад саллаллаху проклял тех, кто делает татуировки и кто просит делать татуировки. Да? Сегодня вообще татуировка и женщины, и все исписано, все расписано. Что за мода дурная? Так, вот. А пророк Мухаммад проклял это, татуировщика, и тот, кто просит, чтобы на него навели татуировку. И также, говорит, пророк Мухаммад проклял мухаллиль. Так, мухаллиль – это тот, кто женится на женщине, которую муж развел 3 раза, и она хочет выйти еще этому мужу, так, первому, или он хочет на ней жениться, и договаривается с другим мужчиной, так, чтобы он женился на ней и развел ее, чтобы обратно жениться на ней. Этот называется мужчина мухаллиль. Мухаллаллаху. Это тот мужчина, который ее развел.
который развел, да, мухаллаллаху называется. По-другому есть народное слово, есть тейсун мустагар называется, как бы арендованный козел в арабском, как бы в народе это так называется, тейсун мустагар. То есть это запрещено. И, как уже сказали, они прокляты, и по мнению имам Малики и Ханбаля, Ахмада ибн Ханбаля, их брачный договор недействителен. Но по мнению ученых ханафитского масхаба, сам договор действителен, брачный договор действителен, но только он порицаемый. То есть макрух тахрима. وهو باطل عند الشافعية إن صرح في العقد بالتحليل المؤقت. Но будет недействительным по мнению имама Шафири, если об этом явно во время брачного договора, мужчина, который женится. Вот. В этом случае это будет похоже на временный брак. Временный брак, как мы уже сказали, он запрещен у Ахлю Сунна валь Джамаата. Только шииты разрешили временный брак. А если мужчина не скажет явно во время бракосочетания, что он женится временно, чтобы потом мог на ней жениться первый муж, а утаит в себе, то есть женится намерением так, чтобы эту жену развести, чтобы мог первый муж потом жениться на ней. У него намерение есть такое, но он не объявил об этом во время брачного договора. В этом случае имам Шафии сказал, что брачный договор будет действительным. Внешне будет действительным, то есть перед судьей этот договор действителен. كان العقد في الظاهر صحيحا ويترك أمر النية الخبيثة لله عز وجل. А говорит, его намерение оставляем Аллаху Всевышнему. Намерение оставляем Аллаху Всевышнему, он в судный день будет за это отвечать. Вот. Это, значит, первый вид временно запрещенных женщин. Да? То есть, если она выйдет замуж, и будет брачный договор действительным и постоянным, и либо второй муж разведет, тогда может выйти за первого мужа вторично, либо второй муж умрет, и когда у нее идда закончится, может первый муж жениться на ней. Иначе никогда нельзя. Но хотя, конечно, морально это тяжеловато, да, для нормальных мужчин с нормальным этим неиспорченным нравом. Поэтому Аллах Всевышний это, чтобы не игрались люди законами Аллаха Всевышнего. Законами Аллаха Всевышнего играться нельзя, хотя сегодня мы все играемся, так? Ни за что не ставим закон на Аллаха Всевышнего. И никакой ответственности нет. Допустим, если пару книг прочитали, все становимся знатоками ислама, так, как Абу Ханифа или имам Шафири, и раскидываемся направо и налево всякими хукмами, всякими этими решениями. Вот. Это на что указывает? Это указывает на отсутствие богобоязненности в нас. Потому что великие сахаба, да, когда приходили к ним с требованием хукма, да, какого-либо богословского умозаключения, они не выносили хукм. Они отправляли другим сахабам, говорили, иди к тому сахабе, он лучше знает, чем я. Хотя они знатоки были все. Да? Почему они так делали? Потому что они боялись Аллаха. Потому что за все это отвечать надо. А сегодня у нас вообще нет такой даже. Наоборот, с очереди стоим, да, показать, я знаю, слушайте меня, вот я лучше всех. Все эти заблудшие другие, только меня слушайте. Вот мы где были сахаба. Вот. Ну, возвращаясь к книге. Это вторая категория тех женщин, которые временно запрещены. Это аль-машгуля бихакки заужин ахар. Это замужняя женщина.
Любая замужняя женщина, то есть женщина не имеет права иметь двух мужей, так? В отличие от мужчин, которые имеют право иметь четырех жен. وهي التي تعلق بها حق شخص آخر. Это та женщина, который имеет право на нее другой мужчина. Ахар, безаважен ауридда. Либо это может быть бракосочетание, да? То есть другой мужчина имеет на нее право, либо у нее брачный договор, либо он ее развел, но у нее еще ридда не закончилась. Ридда ее не закончилась. В это время она считается замужней и не может выйти замуж за другого, и она будет запретна другим мужчинам. Это, говорит, охватывает, эта категория женщин охватывает женщин, которые замужние, или женщина, которая у нее ридда еще не закончилась либо после развода, так, либо после смерти мужа. Пока у нее ридда не закончится от первого мужа. И также женщина беременная от прелюбодеяния, по мнению ханафитского масхаба. По мнению ханафитского масхаба, беременная женщина, и она, если беременна прелюбодеянием, не может выйти замуж. То есть она не имеет права выйти, то есть на ней нельзя жениться по ханафитскому масхабу, а по другим масхабам можно брачный договор заключить с такой женщиной, беременной от прелюбодеяния, но мужчина не имеет права соития, пока она не родит. Но у нас, у ханафитов, нельзя даже заключать брачный договор, и если они заключат брачный договор, этот брачный договор не будет иметь законную силу, то есть не будет действительным. Потом третья категория женщин, на ком нельзя жениться временно. Женщина, которая не верит в небесные религии. Как говорит язычница, как огнепоклонница, атеистка, мульхида, аль-маддия, шуюрия, как коммунистка, так? Аль-вуджудия или вуджудия, экзистенциалист, да, есть такие, так, сейчас, такие есть убеждения, их называют экзистенциалистами. Или бахаия валь-кадария, да, кадияния. То есть бахаия, кадияния, их у нас нет, но они есть в мире распространены. Это два течения. Они появились где-то в 19 веке в Индии, в Пакистане, когда британцы оккупировали эти земли, колонизировали Пакистан и Индию. Они старались вносить это фитну среди мусульман, да? И вот там и появились эти два течения, бахаия и аль-кадияния. То есть не помню уже имена этих людей, которые сначала как бы говорили, что они это, то есть просто призывали людей, а потом объявили, что они пророки, что пророк Мухаммад не последний пророк, и на эти две группы, две секты мусульманские, но они не мусульманские секты, хотя появились в мусульманских странах, на них фатва есть ученых 20 века, что они вышли из ислама, и поэтому на тех женщинах, если они себя приписывают этим бахаия или кадияния, нельзя на них жениться. Их много в Англии. У них мечеть есть в Иерусалиме, в той части, где контролируют иудеи. То есть за ними стоят европейские спецслужбы. А что касается маддия, так атеистов наших тоже, вот шуюрия, у нас тоже их полно, допустим, поэтому мы-то женимся сегодня, а вот татарка, значит, мусульманка, а вот башкирка, значит, мусульманка. Нет, ничего подобного. Среди наших тоже уже, наверное, немало таких атеисток, так, коммунисток или других верований, поэтому надо быть
внимательным, когда человек женится. На них нельзя жениться. Не надо смотреть на национальность, надо смотреть на вероубеждение человека, когда человек выходит замуж или женится. И говорит, а что касается, то есть мы сказали, мужчина может жениться на женщинах, которые верят небесным религиям. Так? Это знает мусульманка, христианка и иудейка. Сейчас говорит, а что касается мусульманки, которые выходят за кафира, за неверного, это запрещено всеми учеными. Это очень сегодня сильно распространено, и даже наши имамы считают на них никах. Запрещено. На каком основании? Даже, я опять выхожу из книги, своей практики. Я пришел к такому мнению, работая имамом, да, в мечети. Иногда бывает, чтобы только жениться на этой женщине или на этой девушке, да, он готов все, что делать, да, этот мужчина или парень, да, и говорит, да, я приму ислам. И якобы говорит свидетельство при имаме, да, и прилюдно. А потом смотришь, только поженились, он поимел эту женщину, если прямо говорить, да? И потом все забыл, потому что все уже он добился того хотел. И потом он обратно становится христианином, и дети, если появляются потом дети, он ведет их в церковь, тоже крестит, да? Поэтому в этом вопросе тоже надо быть осторожным, чтобы они не принимали ислам ради этой женщины. А если принимаете ислам, пусть принимает ислам за года раньше, практикуйте ислам и пусть женится на мусульманках. А так, чтобы только заиметь мусульманку, этого, мне кажется, надо быть в этом вопросе имамам осторожными. По крайней мере, вот так, исходя из своей практики, пришел к такому выводу. Аллаху. И вот, почему мусульманкам нельзя жениться, то есть выходить замуж за немусульман. Аллах Всевышний говорит, сура Мумтахина, так, 10 аят. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Аллах Всевышний говорит, если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим. То есть здесь разговор идет после того, когда пророк Мухаммад переселился в Медину, так? Остались неверующие в Мекке. И потом некоторые женщины принимали ислам и переселялись в Медину. А мужья оставались неверными в Мекке. Здесь речь идет про них, про этих женщин. Так? Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим. То есть не возвращайте их неверующим мекканцам, если они приедут требовать у вас своих жен. Так? Ибо им не дозволено жениться на них. То есть Аллах Всевышний говорит, им, говорит, не дозволено жениться на них, на этих женщинах, а им не дозволено выходить замуж за них. То есть тут четко сказано, да, а им не дозволено выходить замуж за них. То есть мусульманкам не дозволено выходить замуж за немусульман. Вот. Я в одной книге читал, автор говорит, это, говорит, унижение мусульманки самой себя, если выходит замуж за немусульманина. Ну, у нас, конечно, к сожалению, у наших женщин и девушек не осталось чести, поэтому для них, видимо, не унизительно. Вот, как бы ни было, Аллах запретил. И автор говорит здесь после этого свое мнение. Потому что, говорит, изначально, говорит, известно, что этот брак не будет иметь успеха никакого. Потому что, говорит, этот брачный договор, он, говорит, не осуществляет инсиджан, так, гармонию между ними, и согласие между вальмарашев, то есть чувства, так, между этими, ваттибах и нрав, валгаваид бейна заужейни, и говорит, и пользы никаких не будет между мужчинами и женщинами. Это и мужчиной, и женщиной. Но здесь, конечно, идет разговор о женщине, мусульманке, а не татарке, башкирке, которые понятия не имеют о исламе, так?
Они, конечно, безусловно, для них никакой нет разницы, под кем быть. Вот, но, как я уже говорил, это в какой книге, не помню, по книге Фикх, вроде в какой-то ханафитской, автор этой книги говорит, унизительно мусульманкам оказаться под немусульманами. Вот, знаете, запрещено, а Коран запретил. А сейчас возвращаемся к обратному. А что касается, говорит, жениться и заключить брак с китабия, да, то есть с обладателями Писания, то есть Яхудия и Насрания, христианками и яхудийками, то есть они должны быть верующими, не просто христианка, русская там, или кто, да, или иудейка по крови. Нет, они должны быть верующими. Это тогда оно разрешено. Ликаулихи тааля, исходя из слов Аллаха Всевышнего. Аль-яума ухилля лакум ат-таййибат ва та'аму аллазина утул китаби حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. То есть, сегодня вам дозволена благая пища, еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им. А также вам дозволено целомудренные женщины из числа уверовавших, то есть из числа мусульманок, да, и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас. То есть здесь смотрим, не какая-то там с улицы познакомились и женился, а эта женщина, христианка или иудейка, должна быть целомудренной. Целомудренные условия здесь. И целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было дано до них. Так? Вот это условие. Но лякиннах макрух. Здесь макрух говорит. Но это, говорит, дело порицаемое. Дело порицаемое. Вот. Но здесь автор подошел мягко. Хотя есть фетва многих ученых, если мусульмане живут в обществе, где их меньшинство, как у нас, допустим, так, мусульмане сегодня в России их меньшинство, и они как бы под влиянием другой культуры. В этом случае есть фетва, нельзя жениться, в принципе вообще нельзя жениться на них тоже. И даже года 2 или 1,5 назад этот муфтият Равин Хазрат, где муфти, как называется, Духовное управление мусульман Российской Федерации вроде называется, они тоже издали эту фетву. Сказали, запрещено жениться в наших условиях на немусульманках, будь они и христианки, и иудейки. Так. Вот. Почему? Потому что сказали, в этом случае, если мусульмане меньшинство и они подвержены другой культуре, дети вырастут не мусульманами. Дети не... И так в мусульманской семье-то они уже по-татарски даже в деревнях не говорят, так по-башкирски. Культуру впитывают, чужую культуру. А если смешанная семья, однозначно. Вот. И дальше говорит автор запрещено говорить сиясатан, то есть кто, если человек, он военный или политик, тем, в принципе, вообще запрещено жениться на них, на христианках, на иудейках. Чтобы, говорит, через них не получили враги ислама какие-либо секретные вещи, касающиеся государственной секретности. И дальше говорит, естественно, и здесь говорит, сейчас говорит, бауду шараби заважабиль ажнабия. Автор говорит, что современная молодежь, многие говорят, или некоторые говорят, считают это незначительным, как считают таким легким делом жениться на иностранках.
то есть на христианках, на иудейках. Во-первых, причина тахаллуса мин алей махар, во-первых, избегая большой махар, أو لظروف الدراسة أو الغربة في بلد الأجنبي, либо говорит, по причине, что они женят, то есть учатся так, за рубежом, или живут за рубежом, так, из-за жизни за рубежом, أو لغايات شخصية, либо говорит, по личным причинам, допустим, что получить гражданство, أو جمال, или из-за красоты. Арабы, они и турки тоже, в том числе, они вообще теряют свой разум, если видят блондинок, теряют разум. А вот тамах, или фильм, или желание, стремление получить богатство. А вот билкастиль хидеят или ислам, или говорит, есть иногда бывает цель, как бы жениться на этих женщинах, как бы, чтобы потом, чтобы они приняли ислам. أو تقديرا لتمدن المرأة الأجنبية, или говорит, желанием, чтобы эта женщина иностранка ознакомилась с культурой, так, исламской цивилизации. Все, говорит, это как бы тасахваль, то есть большинство случаев оно не приводит к чему-либо хорошему. И дальше четвертое. Ухту завзяти, то есть из тех категорий женщин, на ком нельзя жениться временно. Это сестра жена, махаримаха. Сестра жена и махаримаха. И родственники, или родственницы ее, так, как амна, как тетя, вальхаля. И тетя, как мы уже сказали, тетя, Анна – это тетя со стороны отца, Халя – это тетя со стороны матери, Махарим. И другие такие близкие родственницы, на ком, если она сама была бы мужчиной, не могла бы жениться на них. لأن الجمع بين الزواج الرحم يفضي عادة إلى قطيعة الرحم. Потому что в большинстве случаев, если жениться на близких родственниках, это приводит между ними, они как бы обрывают родственные связи. По причине, так, зависти, ревности. Они становятся друг другу врагами, эти две женщины, под одним мужем. И катиратур рахими, и обрывают между собой родственные связи. А родственные связи обрывать в исламе запрещено, а то, что приводит к запретному, само запрещено. Так? И поэтому говорит, то, что приводит, то есть все пути, приводящие к хараму, они харам. И поэтому здесь тоже это харам. وكذلك يحرم باتفاق الفقهاء الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسبب الطلاق. Также говорит, нельзя как бы собрать родственниц даже после после развода, так, после развода, вафат, или после смерти, надамат фил идда, то есть пока у нее идда не закончилась. Так, допустим, мужчина развел жену, у нее еще идда не закончилась, не может он жениться на ее сестре, пока у той первой жены не закончится идда. لكن أباح المالكية الشافعية دون غيرهم الزواج بأخت المطلقة في أثناء العدة من طلاق البائن. Но имам Малик, имам Шафии разрешили жениться на сестре жены, если он развел эту свою жену окончательным разводом, то есть третий раз уже, да, окончательным, или первый раз, но уже окончательным разводом. Кто с нами проходил талак, он знает, что такое, так, талакуль раджи или талакуль баин. Вот. Если талак был баин, так, окончательным, в этом случае имам Аш-Шафи и имам Малик допустили возможность жениться на сестре ее, пока у той не закончится ридда. Но другие ученые запретили. И пятая категория женщин, на ком нельзя жениться временно, это
المرأة الخامسة لمتزوج بأربع سواها. Мужчине нельзя жениться, значит, на пятой женщине. Если он женат на 4. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4 زوجات. Потому что у нас у Ахлюс-Сунна валь-Джамаа по 4 масхабам нельзя жениться больше 4 жен, так? Он не может жениться на 5. وَلَوْ شِرِدَّتْ امْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ مِنْهُنَّ. Даже не может жениться, если он развел жену, у разведенной жена еще ридда не закончилась, так? Ридда не закончилась, он не может жениться на женщине, пока у той разведенной ридда не закончилась, потому что будет считаться 5 жен, так? Потому что мы, как говорили в главе Никах Талак, так, если развод еще ридда не закончилась, еще есть, не закончились узы, семейные узы не оборвались полностью, так, в какой-то степени она все еще считается женой, и он считается мужем ей. Раз так, то если он женится в этот раз на другой, это будет считаться 5-й, и нельзя будет делать этого. وينتظر حتى تنقضي عدتها. Поэтому этому человеку необходимо ждать, пока у той, кого он развел, не закончится у нее идда. ثم يتزوج بمن أراد. Потом, говорит, может жениться на ком хочет жениться, если у той закончится идда. И дальше говорит, тараддуд заужат. Здесь автор начинает говорить о многоженстве. Я думаю, лучше, наверное, оставить эту тему на следующий раз и за один раз и просмотреть все вопросы о многоженстве и какие условия многоженства и далее.